Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Гудауте по улице Ачемчирской произошел пожар, в результате которого погибли 2 детей. По предварительной информации, сгорел гостевой дом. Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия. Причины возгорания выясняются. Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркьба признал уголовное дело в отношении главного врача республиканской больницы Аполлона Гургули и его заместителя Георгия Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным. Помимо этого, суд счел жалобу адвокатов о незаконности возбуждения уголовного дела необоснованной. Напомним, что Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки 9 февраля возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главного врача республиканской больницы Аполлона Гургули и его заместителя Георгия Воуба. Исходя из вышеизложенного, суд находит заявленную адвокатами Таня и Чагунава жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 9.02.2021 года, вынесенной старшим следователем СЧСУ Генпрокуратуры Республики Абхазия Кирия, необоснованной и не усматривает оснований для ее удовлетворения. На основании изложенного, руководствуясь статьей 124 УПК Республики Абхазия, суд постановил жалобу адвокатов Таня и Чагунава оставить без удовлетворения. На постановление может быть подана каз-жалоба или представление в течение 15 рабочих дней со дня вынесения. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с председателем Ассоциации инвасодействия Алхасом Тхагушевым и уполномоченным по правам человека Сидей Шакрау. Обсуждались вопросы безопасности на дорогах республики и ситуация с соблюдением прав человека в стране. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Ассоциация инвасодействия в этом году намеревается акцентировать свое внимание на теме безопасности на дорогах и запуске карты ДТП с целью уменьшения количества ДТП в Абхазии. Об этом рассказал координатор ассоциации Алхас Тхагушев на встрече с президентом. Мы знаем, что вы, еще будучи кандидатом в президенты, обозначали это как один из приоритетов вашей деятельности на посту президента. Вот, и поэтому мы посчитали необходимым вас пригласить и ознакомить с нашими наработками. У нас и в организации какая-то работа постоянно идет, но мы, к сожалению, все эти годы косвенным образом соприкасаемся, потому что у нас принято считать смертность, но никто не считает пострадавших. А так уж вышло, что по статистике Всемирной организации здравоохранения на одного погибшего приходится не менее 4 пострадавших. Ассоциации были представлены идеи и концепция по решению проблемы, а наработки инвасодействия будут полезными в обеспечении безопасного движения автомобилей, добавил Алхас Тхагушев. Большое сожаление вызывает, что долгие годы мы топчемся на месте. У нас нет никакого прогресса в этом плане, хотя в мире есть очень хороший, позитивный, очень хороший опыт. И сегодня я как раз хотел вам презентовать наши идеи, связанные с такой концепцией Vision Zero, или 0 смертей на дорогах, нулевая смертность, если так на русский переводить. Вот. Я знаю, что вы были, когда в Москве, встречались там по этому поводу, тоже слышал в новостях по поводу вот этой системы, безопасный город, с московскими областями, если не ошибаюсь. Вот. И я очень надеюсь, что наши наработки тоже будут полезными. Глава государства заявил о готовности поддержать инициативы ассоциации в целях обеспечения безопасности на дорогах. Кроме того, и правительство Москвы выразило готовность помочь в реализации программы «Безопасный город», которая направлена на фиксацию нарушителей дорожного движения, добавил Аслан Бжаня. Министерство внутренних дел готовит предложения, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, как с этим бороться с точки зрения сотрудников милиции, и в Уголовный кодекс, там отягчающие обстоятельства в
в случае алкогольного опьянения и так далее. Плюс разъяснительная работа и мотивация самих сотрудников органов внутренних дел. Во-первых, у нас в ГАИ, за исключением некоторых районов, вот в Гагре у нас с укомплектованием лучше. Вот западная часть, она более или менее укомплектована, а вот восточная часть люди не идут. Ну, там есть на то соответствующие причины. Надо будет продумать механизмы мотивации. Президент обратил внимание, что именно на дорогах погибает и получает увечья большое количество людей, чем от тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно статистике, в 2020 году в ДТП погибли 57 человек. Это несмотря на то, что интенсивность движения в 2020 году вроде как должна была быть меньше. Границы были закрыты. По этому поводу уже был разговор обстоятельный, были наложены дисциплинарные взыскания начальника управления ГАИ и на заместителя министра внутренних дел. Была поставлена задача, контрольная дата 1 марта. Мы проведем сравнительный анализ с цифрами, которые были в прошлом году, январь-февраль, 1 марта, и в зависимости от того, что увидим, будем принимать решения, в том числе кадровые. Аслан Бжаня также провел встречу с уполномоченным по правам человека Асидой Шакрел. В ходе беседы был затронут вопрос нарушения закона в стране, в частности, чиновниками. В нашей практике мы сталкиваемся с тем, что очень часто легко нарушается закон, и никакой ответственности за это нет. И мне кажется, что вот в этом направлении, наверное, какие-то новые механизмы нам надо продумывать. И самый такой был важный для меня, очень волнующий для нас вопрос, когда также чиновники высшего звена могут позволить себе не исполнять решение суда. Для нас, я думаю, что это вообще мы можем не говорить о строительстве государства, если решение суда легко чиновниками не исполняется, и за это не несут никакой ответственности. Асида Шакрел также добавила, что в общеобразовательных учреждениях нет программ, которые могли бы предусматривать знания по правам человека. По ее мнению, этому вопросу не уделяется должного внимания. Мы очень хорошо все заложили в наших законах. Принципы заложены, уважение прав человека и все. А как их реализовать, и как это должно быть в ежедневной практике использовано, да, и как в ежедневной работе этому надо следовать. Мне кажется, вот эту практику нам надо как-то развивать, укреплять, и в этом смысле у нас очень много еще работы. Аслан Бжаня и Асида Шакрел обсудили и ряд других актуальных вопросов, которые тормозят развитие Института защиты прав человека в Абхазии. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В следующем репортаже наглядно показан один из примеров безответственного поведения на дорогах. В УВД по городу Сухум доставлен водитель за создание аварийной ситуации, которая подвергла опасности пассажиров. Подробности в материале пресс-службы МВД. Беспечность и самоуверенность – демонстративное нарушение правил дорожного движения, соблюдение которых обеспечивает именно безопасность как водителей, так и пассажиров, зачастую приводит к трагическим последствиям. При данных обстоятельствах водитель привлечен к административной ответственности в установленном законом порядке. Автомобиль поставлен на ведомственную стоянку. Денис Бганба объяснил свое деяние просто. Катал гостей для видеосъемки и уверен, что не подвергал своих пассажиров никакой опасности. К сожалению, еще свежи в памяти ДТП, унесшие жизни людей в этом самом популярном, но аварийно опасном месте зимнего отдыха на Ритинском направлении. Управление госавтоинспекции МВД Абхазии неоднократно призывает водителей быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, особенно в зимний период, для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья наших граждан и гостей Абхазии. В последние дни в прибрежной полосе республики установилась холодная снежная погода, а в горах и предгорьях каждый день идет снег. Несмотря на непривычные для нашей страны погодные условия, пограничные заставы СГБ Абхазии несут службу в штатном режиме. В Абхазии 7 застав, 5 из них несут свою службу и зимой, и летом. В Птыш, Аибге, Южном приюте и других местах, где охраняют государственную границу, высота снежного покрова намного больше, чем в низменности. По словам первого заместителя начальника пограничного отряда СГБ Абхазии Нарсова Палаванзе, на заставах созданы комфортные для несения службы условия. Военнослужащие обеспечены всем необходимым.
Условия благоприятные очень для быта, для жилья личного состава. Молодежь, находящаяся на горных участках, проявляет себя достойно. Требования законодательства, требования устава соблюдает на хорошем уровне. Ребята всячески пытаются создавать условия также на закрепленной территории, убирают снег, создают также себе условия в дневное время на улице для того, чтобы проводить какие-то практические занятия, строевой подготовки, поднятие флага, развод суточного наряда. Командиры, которые назначены, начальники, замначальники пограничных застав, также очень ответственные, контролируют весь личный состав. Хочу отметить, личный состав обеспечен и своевременно поступает доставка на пограничные заставы. Это продукты питания, топливо, все там стройматериалы, если даже что-то необходимое. Мы люди военные, от того, что там, например, снег или там дождь, это как бы не должно влиять, и мы не имеем права отступать. Наоборот, надо ко всему быть готовым. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 221 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, в тяжелом состоянии 18 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 7, в Ткварчалской ЦРБ 5, в Гагрской ЦРБ 15. В Российском военном госпитале в Сухуми 19 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12 671 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11 947 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Минздрав Абхазии закупил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением коронавирусных больных. 3 аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, 2 Гагрской ЦРБ. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, также приобретено ПЦР-оборудование для 2 лабораторий, которые будут установлены в Ачимчирском и Гагрском районах на базах местных СЭС. Приобретенные аппараты ИВЛ обошлись в 9 миллионов 900 тысяч рублей, а ПЦР-оборудование в 11,5 миллиона рублей. По факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело, а у жителя города Сухум обнаружено и изъято запрещенное психотропное вещество. Подробности в оперативной сводке МВД. Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено в отношении жителя города Сухум Аргун Саида Владимировича, 1994 года рождения. При личном досмотре у гражданина Аргун изъят пистолет системы Марголина калибра 5,6 мм с боеприпасами к нему. Саид Аргун задержан в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с отделом ГАИ УВД по городу Сухум. На момент задержания последний пребывал в состоянии наркотического опьянения, за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых будет отпущен под подписку о невыезде. Незаконное приобретение, перевозка, хранение, а также ввоз на территорию Республики Абхазия запрещенного психотропного вещества вменяется жителю города Сухум Бессонову Роланду Романовичу, 1993 года рождения. Капсулы запрещенного в свободном обороте на территории Абхазии психотропного вещества пригабалин изъяты у гражданина Бессонова при личном досмотре. Последний был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел после прохождения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. Расследование проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия. Кустарно переделанный из охолощенного в боевой пистолет системы Макарова сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД изъят у жителя села Лыхны Джени Арнольда Руслановича, 1994 года рождения. По факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении гражданина Джени возбуждено уголовное дело. Последний отпущен под подписку о невыезде.
Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел у жителя города Ткорчал Лассурия Дмитрия Сустиковича, 1982 года рождения. Гражданин Лассурия незаконно хранил при себе пистолет системы ТТ калибра 7,62 мм с боеприпасом к нему. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса, проводит отдел дознания Управления внутренних дел по городу Сухум. Лассурия отпущен под подписку о невыезде. В православных храмах Абхазии уже 2 дня как не проходят богослужения. При этом двери храмов открыты для посетителей. По какой причине в храмах временно не проводят богослужения, рассказал глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Мы правопреемники абхазского католикосата. Вот мы сегодняшняя абхазская ситуация после войны, после бегства грузинской ситуации. Ну и слава Богу, Господь помог нам через Московский патриархат, потому что миссия восстановления на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии, не Александрии, принадлежит Русской Православной Церкви. В том числе и Абхазия, и Грузия, и весь Кавказ. Поэтому сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви. Мы не были частью грузинской церкви и не будем. И вот в том числе патриарх Тихон 100 лет тому назад не признал правомощность грузинского католикоса на Абхазию и на Осетию, на этом соборе. Он открыто это сказал и доказал, и вывел абхазскую епархию грузинского экзархата. Но вы знаете прекрасно, что время было такое, и оно не имело никаких, потому что в 1943 году, потом 1900, во время Великой Отечественной войны, они ввели Абхазию без соборного решения, без канонических всех определенных решений церкви. Церкви бывает соборно. Вот я начал говорить собор в 18 году. Собора такого не было по отношению к Абхазии, как она оказалась в составе Грузии. И я, естественно, собрал священнослужителей, которые находятся здесь, в Абхазии, но они все как бы официально, но не могут сказать, что мы принадлежим Абхазской православной церкви, кроме меня. Да и некоторые, вот отец Виссарион там, значит, был, да, мало ли что будут грузины говорить, что это ихнее, но это не означает, что мы ихние. Россия поступает правильно, признав абхазское государство таким же равным, как себе. И я думаю, я в этом уверен, что и церковный вопрос наш будет решен. Но надо нам здесь не раскалываться, не разделяться, а в единстве быть. 30 лет мы ведем какие-то переговоры. Мы с грузинской церковью ни разу не вели. Один раз была встреча, там было мною сказано, или отпускайте, или запрещайте. И после этого я не обращаюсь и не буду обращаться. Почему? Любое обращение наше к ним, значит, мы признаем власть их над нами. И поэтому сегодняшние священнослужители, которые были сейчас отпущены все на свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи их поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом. Как дальше быть? 30 лет вот так вот находиться в какой-то такой ситуации, это невозможно, это неправильно. И любая наша служба, вот особенно почему сейчас приостановлены все эти службы, если это все неправильно, как они преподносят, значит вся эта служба неправильная. Поэтому я сейчас приостановил. А почему мы говорим о соборе кафедральном? Потому что я здесь служил и до войны, и после войны. И поэтому каноническое право имеет только кафедральный собор, как они преподносят. А сейчас конкретный статус этих священнослужителей в том месте, где он служил, или где-то в другом месте, он должен быть определен. Отец Игнатий поехал уже там, ну, многие поехали и поедут. И вот самое главное сейчас, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по выработке мер по предупреждению природных пожаров на территории республики. Все подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Рабочая группа создана распоряжением правительства Абхазии. В ее состав вошли представители МЧС, Государственного комитета по экологии, Комитета по лесному хозяйству, госкомпании «Черноморэнерго», а также администрации всех районов республики. В своем приветственном слове министр ПЧС Лев Квициня подчеркнул, что проблема лесных пожаров требует комплексного подхода и сложения общих усилий. При всем желании спасатели в одиночку с ней не справятся. Руководство нашей страны требует от нас четко выверенного плана противодействия лесным пожарам, минимизация людских и материальных потерь.
Формат постоянно действующей рабочей группы позволит в оперативном порядке решать проблемы прежде всего в части предупреждения природных возгораний. Согласно статистике, за период 2019-2020 и за январь 2021 годов подразделения МЧС Абхазии 1221 раз выезжали на тушение природных пожаров. К счастью, удалось избежать человеческих жертв, однако населению и государству нанесен огромный материальный ущерб. Именно исходя из крайне тревожной тенденции по ухудшению противопожарной ситуации в республике, МЧС и инициировала создание данной рабочей группы. Как отметил в своем основном докладе первый заместитель министра по ЧС генерал-майор Тигран Делибалтян, государство через свои органы должно выработать четкий и понятный каждому гражданину алгоритм действий как превентивного, так и оперативного реагирования при решении проблемы противопожарной безопасности природного ландшафта Абхазии. А граждане республики должны быть кровно заинтересованы в недопущении лесных пожаров, а в случае необходимости готовыми к их тушению. Содокладчики, представляющие профильные подразделения МЧС по государственному пожарному надзору и юридическое управление, акцентировали внимание на практических и правовых аспектах проблемы. В частности, на том, что в последнее время есть немало случаев сознательных поджогов лесных угодий со стороны граждан республики. В этой связи необходимо внести изменения не только в лесной, но и в уголовный кодекс. Нужна персональная ответственность непосредственных виновников пожаров. Они должны возместить государству и пострадавшим причиненный ущерб. Комплекс противопожарных мер связан с существенными бюджетными затратами. Однако они вполне оправданы, так как в противном случае потери будут несоизмеримо большими. В числе инструментария по предотвращению и максимально быстрой ликвидации пожаров рассматривались вопросы санитарных пропашек территорий, прилегающих к лесным массивам, создание сети искусственных водоемов для забора воды во всех районах Абхазии, рубок широких просек на пути прохождения высоковольтных линий. Отдельно звучала тема уникальной экосистемы республики, которая может существенно пострадать от лесных пожаров. Страна может безвозвратно лишиться многих видов растений и животных. К следующему заседанию рабочей группы профильные ведомства представят конкретные предложения по различным направлениям в сфере противопожарной безопасности и ликвидации природных пожаров. По приглашению министра туризма Тимураза Хишева в Абхазию прибыл президент-основатель и основной владелец группы компаний «Пегас Туристик» Рамазан Акпынар. Ранее в ходе рабочей поездки министра туризма Тимураза Хишева в Москву состоялась встреча с крупными бизнесменами, среди которых был и Рамазан Акпынар. По словам главы Минтуризма, российские инвесторы заинтересованы в реализации проекта в республике. На состоявшейся в пятницу встрече Хишева и Акпынара обсудили широкий спектр вопросов взаимного сотрудничества. На официальном сайте Министерства туризма Абхазии запущена база кадрового резерва. Кадровый резерв предоставляет комплекс услуг в подборе квалифицированных специалистов по различным сферам и направлениям для решения задач развития и повышения уровня качества обслуживания. В Руздраме состоялся пресс-показ моноспектакля по культовому роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Это уже третий спектакль. Премьера прошла 16 февраля. Произведение впервые ставится в формате моноспектакля, где главным и единственным действующим лицом является один актер. На спектакле побывала и наша съемочная группа. Репортажа Эсме Гуланзе. Трубит последняя труба у быхов. И беда не в том, что этому столетнему старику уже не стать ни ребенком, ни юношей, ни воином. Беда в том, что ими уже не станет никто, потому что он последний убых. Зауркан Зулак – центральный герой и основной повествователь, оказавшийся в водовороте трагических событий своего народа. Волей людей, находящихся у власти, убыхи оказались изгнаны на чужбину, где обещанный рай оказался адом. Молитвы сменялись проклятиями. И наоборот, от отсутствия питьевой воды и скопления нечистот вспыхнула гнилая горячка, брюшной тиф. Люди, обезумев от жажды, стали пить морскую воду. Осман Абухба сумел настолько оживить героя, что зрители буквально погрузились в происходящее, ощутив всю палитру эмоций – страдания, унижение, боль потери, горечь предательства. В течение спектакля актер ведет рассказ от первого лица и периодически становится теми, о ком рассказывает. Эффект присутствия усиливает звуковое сопровождение. В этом романе там столько всего и урезано, но то, что есть,
Там очень много затрагивающих кусков. Это вот женщины, когда переселились, как женщины в грязных лохмотьях, лица закрывают. Я когда читал, я вот там прослезился первый раз. Я просто представил, насколько это вот ужасно просто. Девушки, вот я представил наших, как им было стыдно. Они закрывали лица, стесняясь, чтобы кто-то их увидел. Ну и самое, конечно, наверное, это когда вот встреча Филдыш с Заурканом в гареме. Ну, я не знаю, что должно было у него в душе произойти, когда он это увидел. Это вот прям после всего того, что он уже пережил, и вот это прям... Ну, конечно, он не будет уже сожалеть ни об убийстве этого Селим Паши, ни о ком вообще, потому что уже смысла, какой смысл? Сестер нет, девушки любимой нет, ну, я не знаю, родителей нет. Моноспектакль – непростой жанр. Это как высшая планка, ведь перед актером стоит задача превратиться то в одного героя, то в другого. Поэтому спектакль идет в камерной обстановке. Так проще общаться со зрителем, устанавливать контакт и видеть блеск в глазах. Я услышал, как Осман читал отрывок из романа «Последний из ушедших» еще в театральном институте имени Щукина, когда он был студентом. И мне тогда показалось, что это произведение очень совпадает с его внутренним миром. Потом, когда вот я думал о необходимости появления еще одного спектакля в репертуаре на основе абхазской литературы, вот я вспомнил про Османа, про «Последний из ушедших», и когда Джамбулу я предложил сделать эту работу, он, конечно, очень удивился, и все удивились, как можно сделать моноспектакль по такому многослойному, густонаселенному роману. Но, как выяснилось, это оказалось возможным, и более того, мне кажется, вот в таком виде, час 20 минут, когда работают основные сюжетные линии, когда передаются и как бы выпячиваются наиболее крупные смыслы этого произведения, зритель с большим интересом и, в принципе, на зрителя больше воздействует вот этот материал. Автор и режиссер спектакля Джамбул Жордани объединил в постановке самые яркие образы и цитаты из книги. Он признается, что для любого абхаза ставить последнего из ушедших ответственно и ценно. Когда я вот сейчас, когда начал постановку, прочитав ее уже с позиции моих дней, скажем, да, моих лет, для меня был стресс почему-то, потому что как-то много уж перекликалось и с сегодняшней нашей жизнью. И это немножко придало мне возраста. Я говорил о том, что я немножко повзрослел и догнал свои годы уже умом. Мы, кстати, не так много работали, хотя я очень боялся, что то время, которое нам было отведено, не будет достаточным. Мы начали в конце сентября, и в декабре уже был спектакль готов. Но в связи с карантином мы просто не могли его показывать, и вот дотянули его до сегодняшних дней. Среди множества ярких моментов спектакля эмоциональная сцена, в которой погибающие от болезней и голода убыхи исполняют народный танец, заставила многих зрителей, немного стесняясь, вытирать слезы. Раздался голос самого старого из нас Татластана. В пляс! В пляс! Айна! Айна! Ну! Вот! Все вместе! Давайте! Ну же! Вместе! Вот так! Выхнем и мир перед смертью! Потому что земля эта оглохла и не слышит стонов наших детей! Ему удалось задержать зрителя, да, там, на все время спектакля, не дать нам соскучиться. И знаете, как заскучать бывает, что человек сидит и хочет поскорее уйти, такого ощущения не было. Меня, вот пока шел спектакль, уже к концу спектакля, вот две мысли меня посетили постоянно, которые преследовали меня. Это если бы была моя воля, если бы это было в моих руках, я бы этому артисту уже, несмотря на то, что он молод, я бы за эту роль дала бы обязательно какое-нибудь звание. Этот спектакль надо привести каждого абхаза и показать ему.
Потому что, несмотря на то, что все действия, которые происходят в спектакле, происходили 150 лет назад, опять тоже чувство, что ничего не меняется. Следующие показы спектакля по роману Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» состоятся 4 и 23 марта. Эсма Гуландзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу до полудня возможен дождь со снегом. В воскресенье осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -4 +1, днем +1 +6. Температура морской воды +10. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.